Секретные документы китайского правительства, попавшие в прессу, раскрыли подробности о лагерях перевоспитания. Документы о лагерях, называемых центром обучения, в которых содержатся миллионы жителей региона, были опубликованы международным консорциумом журналистов-исследователей. В ходе исследования выяснилось, что лагеря не использовались для добровольного профессионального обучения, как об этом не раз заявлял Пекин. На самом деле эти учреждения предназначены для ассимиляции мусульманского населения и изменения их идеологии. В документах также имеет место информация о том, что Пекин использует современную технологию для слежки за заключенными. Приглашенный в качестве почетного гостя Международного форума безопасности, прошедшего в Канаде, глава Всемирного уйгурского конгресса провел переговоры с высокопоставленными чиновниками. Долкун Иса обсудил вопрос Восточного Туркестана с командующим береговой охраны США адмиралом Карлом Шульцем и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Раймундом Анджейчиком. Во время муниципальных выборов, прошедших вчера в Гонконге, в котором на протяжении нескольких месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, оппозиция одержала победу, получив большинство мест в городском совете. Политики, поддерживающие активистов Гонконга, население которого составляет 7 миллионов 400 тысяч человек и включающим 18 избирательных участков, получили превосходство во время выборов в городской совет, в котором заседает 452 депутата. Таким образом, противники Китая укрепили свои позиции перед всеобщими выборами, которые пройдут в следующем году. Отвечая на вопросы о ситуации в Гонконге, президент США сделал следующее заявление. «Если бы я не выступил в поддержку Гонконга, то он был бы стерт с лица земли в течение 14 минут». Дональд Трамп подключился по телефону к прямому эфиру программы телеканала Fox News и заявил, что глава Китая стянул к границам Гонконга около 1 миллиона солдат. Трамп рассказал, что обратился к главе Китая следующими словами: «Не делай этого, так как это окажет негативное влияние на торговое соглашение». Подчеркнув важность торгового соглашения с Китаем, Трамп сказал, что это не мешает США поддерживать Гонконг. По сообщениям информационного агентства Тасним, глава отдела иранской полиции по вопросам политики и религии Али Реза Эдьяни заявил, что Саудовская Аравия поддерживает акции против повышения цен на бензин. Эдьяни сообщил, что в ходе допроса задержанных выяснилось, что некоторые из них были связаны с Саудовской Аравией, организацией «Воины народа», называемой правительством лицемерами и сторонниками Шаха. Эдьяни оценил столкновение между силами безопасности и активистами как угрозу безопасности страны и добавил, что враги хотят превратить Иран в Сирию и Ирак.